В век, когда активно используются дроны и квадрокоптеры, которые с легкостью определяют, где спрятались бойцы, важно иметь не только визуальную защиту, но и тепловую. Новые маскировочные сети скрывают излучение человеческого тепла от тепловизоров. Наша идея заключается в том, что вот именно вот такое вот густое плетение, плюс еще использование специальных дополнительных слоев создает слой маскирующего материала не только в дневное время, но и в ночное. И таким образом в ночное время существенно снижается заметность бойца, и таким образом он может скрытно действовать и остаться неуязвимым. Технология создания такой сети отличается тем, что сначала по краям делается оплетка, а затем через нее гирляндой пропускают нарезанный специальным образом маскировочный материал. Мы берем гирлянду, привязываем к сеточке и продергиваем через каждую клеточку по периметру. Дальше вторую берем, также все это делаем. Вот это мы делаем из спанбонда. Сделали вот эту сеть, переворачиваем и начинаем оплетать, то есть просто лентой. Также через каждую клетку. Это получается изнаночная сторона. То есть у нас сеть получается плотнее, чем мы раньше делали. Она нужнее, такая сеть. Главная цель заключается в том, чтобы придать изделию больший объем. Благодаря ему внутри создается воздушная прослойка, которая мешает тепловому излучению человека попадать в поле зрения тепловизоров. Боевые шелкопряды Якутии сотрудничают с Центром подготовки операторов БПЛА. Совместно они с высоты проверяют, как выглядят маскировочные сети разной расцветки. Более того, активисты провели эксперимент с помощью тепловизора-квадрокоптера. На снимках наглядно продемонстрировано главное достоинство новых маскировочных сетей. Незащищенный человек ярко светится, в то время как человек, который держит перед собой маскировочную сеть специальной вязки, практически невидим на приборе. За один месяц в одном филиале шелкопрядов шьются около 250 сетей. Их стандартный размер 1,5 на 2 метра. Бойцы уже по достоинству оценили их и начали заказывать сети по индивидуальным размерам. В нашем движении принимают около участия 150 человек. Люди проходят в свободное время. Я, например, вот сейчас в данное время нахожусь в отпуске. Во время отпуска каждый день с утра до вечера плетем. Боевые шелкопряды базируются не только в Якутске, но также в Магане и в Хатасах. Но и этим активисты не ограничились. Уже открылся филиал в Хандыге, и совсем скоро в это движение вступит и Алдан. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск.